Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы на выезде в гостях у гагаузов Украины в селе Крукчу в Гагаузском областном культурном центре. И сегодня мы будем беседовать с главой Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрием Демчоком, земляком нашим из села Тамай. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. Рады, что вы нас принимаете у вас в культурном центре гагаузов Одесской области, несмотря ни на простые времена для Украины. И, конечно, мне интересно знать ваше мнение на многие процессы, которые происходят не только в Украине, но и в том числе в Гагаузии и в Молдове, которые непосредственно связаны в том числе и с взаимоотношениями нашего народа, находящимся на территории двух сопредельных государств. И, конечно, самая, наверное, одна из актуальных тем, которая несколько недель будоражила не только молдавское медиапространство, но и украинское, это съезд всех уровней, так называемый Приднестровье, который не контролируется молдавскими властями, который прошел 28 февраля, потому что очень много было информации в медиапространстве о том, что Приднестровье будет просить у России вхождения в состав России. Также начинались известные события в Украине в 2014 году. Съезд прошел, и сегодня уже известно, что никаких таких решений не было, но участники съезда обратились за защитой в адрес России. Не совсем понятно, от кого должны защитить жителей Приднестровья или политиков Приднестровья. Но, в общем, они ссылаются на экономическое давление со стороны молдавского правительства, хотя дела обстоят совершенно по-другому. То есть правительство страны пытается создавать меры для того, чтобы контролировать территорию страны. Но не вдаваясь в внутриполитические молдавские реалии, связанные с Приднестровьем, обсуждая это вот в контексте региональной ситуации, как вы со стороны украинской оцениваете ситуацию в Приднестровье и нахождение там в том числе российских войск? Потому что в Молдове эта проблема есть. И будучи нейтральной страной, присутствие на территории Молдовы войск Российской Федерации вразрез с тем договоренностям, которые даже были достигнуты на Стамбульском саммите, и Россия брала на себя обязательство выводить свои войска, они по сей день находятся на территории страны. Ласкаво просимо до Украины. Хош гельденис. Вы знаете, да, действительно, во-первых, приятно вас видеть у нас в Украине, в маленькой украинской Гагаузии, можно так сказать, потому что действительно многие у нас, по крайней мере, в Болградском районе, на вот эти села, этот куст гагаузский, говорит, Гагаузия, поедем в Гагаузию, хотя мы находимся в Украине. Но Гагаузия Украины является неотъемлемой частью украинского общества, и зачастую даже украинцы говорят, что это наши украинцы гагаузского происхождения. Вы знаете, с началом войны вообще, уже вторая годовщина начала войны, к сожалению, прошла, украинское общество, оно такое объединилось. В украинском обществе Путин нас объединил, многие так говорят, потому что в Украине не осталось ни оппозиции, ни провластной. То есть все сегодня, весь народ объединился ради победы, ради существования украинского государства. Потому что именно на кону поставлено будущее украинского государства сегодня. Мы и все это поняли. И как раз вот такие примеры, как Приднестровье, они для нас сейчас намного больше понятны и ценны, потому что все начиналось в Украине как раз вот с похожего Приднестровья, как искусственно была создана Донбасская проблема. Сегодня уже достоверно известно, что если бы не войска Гиркин-Сурков, или как его там,
мы знаем, о ком мы говорим. Гиркина в свое время не вошли с оружием в руках на территорию Донбасса, то там бы ничего не было вообще. Потому что народ Донбасса не собирался, по крайней мере, воевать со своим государством. Были определенные моменты в видении политического, но которые были бы 100% решены политическим путем, если бы не искусство, как у нас говорят, из-за поребрика не начался силовой захват государственных органов, власти и тому подобное. И это делали, вы знаете, когда Гиркин давал интервью журналистам, он четко рассказывал, как они заходили, как они брали под контроль, как они деньги платили, кто платил им деньги. Все было подробно рассказано. Слово для нашей аудитории. Гиркин сегодня находится в тюрьме. Да, будучи реализатором этого проекта. Новороссия, кстати. Да. Тогда этот проект назывался Новороссия. Сегодня, если вы заметили, и 4 года, 4-8 лет все говорили, что это Новороссия, Новороссия, Новороссия. Сегодня об этом слово почему-то даже забыли. Я так понимаю, что в России даже запрещено его говорить. Что, такое слово, как Новороссия, почему-то. Хотя это был главный лозунг и в России, почему нам нужно защищать Новороссию. Но факт то, что из-за таких анклавов, искусственно созданной той же самой Российской Федерации, потом происходят войны. Я вижу, что приднестровский народ или народ Молдовы, живущий в Приднестровье, правильно так назовем, граждане Молдовы, потому что, насколько я знаю, 95%, мне так говорят, 95-98% жителей Приднестровья имеют молдавские паспорта. Мало кто там не имеет молдавские паспорта. И из них где-то половина имеет гражданство Украины еще вдобавок. Кстати, да, тоже слышал, что 40-45% имеют и украинские паспорта жителей Приднестровья. И плюс еще, не знаю, какой там процент имеет российские паспорта. Самая большая часть имеет именно молдавские, потом российские и на третьем месте украинские паспорта. А может быть даже все 3 паспорта некоторые имеют. Не исключаю. Да. Но самое главное, что Приднестровье за это время экономически, по крайней мере, насколько я знаю, общаюсь с бизнесом, который в Приднестровье, они все экономические агенты Республики Молдова. По крайней мере, если ты хочешь заниматься экспортными и импортными операциями, они все регистрировались как экономические агенты Республики Молдова, получали сертификаты происхождения Республики Молдова, то есть товар не Приднестровья, в Молдове был произведен. Частично платили налоги в бюджет Молдовы. И этого не было у нас даже на Донбассе. Понимаете? То есть, да, там частично до войны многие предприятия, которые были в временно оккупированных территориях, они одновременно регистрировались и в Украине. И было что-то похожее, но не так массово, как в Приднестровье. Сегодняшняя ситуация, я вам скажу, что 2 года кто-то Приднестровье трогал, 2 года, Украина или Молдова, кто-то их трогал? Никто их не трогал, понимаете? Если была бы цель задушить Приднестровье, это давно было уже сделано. Украина сразу обозначила свои позиции, что без решения центральных властей Молдовы Украина не будет туда заходить. Четко там президент, правительство наше, вооруженные силы сказали, что это право Республики Молдова. То есть, если Республика Молдова попросит помощи, но сегодня нет признаков того, что первые месяцы войны мы ожидали, что какая-то угроза будет со стороны, но я думаю, что и даже те, которые сегодня служат в российской армии, расположенной на территории Приднестровья, как я слышал, там 80% это жители Приднестровья уже. Или, по крайней мере, это те, которые там уже родились, уже 30 лет прошло, в конце концов, больше 30 лет. То есть даже то молодое поколение уже там родилось. И она считает свою родину не Россию, а Приднестровье. Поэтому и трезво мыслящий человек не будет проводить радикальную, какую-то реакционную политику против своих соседей, Молдовы или Украины. Но я вам скажу с другой, то, что комментарии давали, в том числе наши военные, что если Приднестровье становится частью России, соответственно, Украина оставляет за свое право, потому что если это территория Сирии, Россия сегодня субъект войны, как и сегодня Украина
воюет с... Ну и страна-агрессор в отношении Страна-агрессор, Украины. соответственно, Приднестровье тоже становится частью страны-агрессора. А все дальше уже последствия. Ну, я думаю, что есть трезвый ум у руководителей Приднестровья, у аксакалов Приднестровья. И они не пойдут, если они видят будущее, мирное будущее Приднестровья, никаких кардинальных, радикальных шагов, там, типа мы часть России, предпринимать не будет. В данной ситуации только что. Юрий Дмитриевич, в контексте того, что решил или как обратились члены этого собрания к России защитить, и одними из аргументов является то, что Украина и Молдова создали ситуацию, когда Приднестровье оказалось в экономической блокаде. И в этой связи обращаются там в Государственную Думу, в органы государственной власти России защитить Приднестровье. И здесь возникает очень много вопросов и у меня, как у жителя Молдовы, ну и, наверное, и у вас, как жителей Украины, потому что Приднестровье и Одесская область, в принципе, очень имеют очень, ну, для молдавских рамок, не для украинских, хорошую продолжительность границы. И, в общем-то, не совсем понятно, что имеется в виду и что это может означать. То есть должна ли сегодня Российская Федерация как-то принудить власти Молдовы и Украины, там, не знаю, разблокировать или открыть пути для контрабанды в Приднестровье, потому что мы знаем, чем занимаются такие серые зоны не только в Молдове, но и на территории других стран бывшего СССР, и для чего используются, в общем-то, как правило, эти территории. То есть вот, на ваш взгляд, что может ожидать Приднестровье от Российской Федерации в контексте той региональной ситуации, которая сложилась в связи с агрессией России в отношении Украины? Потому что и в том числе в связи с внешнеполитическим курсом Республики Молдова и абсолютно очевидной поддержкой украинского народа в этой войне. Вы знаете, я к этим решениям, к этим отношусь как минимум несерьезно, потому что в данной ситуации, политической ситуации в этом регионе, Россия уже никакой роли не играет. Вот в данной ситуации никак не сможет помочь, разве что только мораль. Словами поддержать, и все. Российский агрессор сегодня изгнан с западной части Черного моря и центральной части. То есть, если первые недели войны мы лицезрели российские корабли на рейде Одессы, они были в 12-мильной зоне от Одессы. Я помню, как сейчас первые дни войны российские корабли вот на рейде Одессы. 12 миль это совсем мало, это 15 километров, там, 18 километров это видно. То сегодня их нету даже в Севастополе уже. Они ушли там, знаете, последнее судно было потоплено на рейде Ялты или Алушты, кажется. Это уже восточная часть Черного моря. Российские самолеты сегодня военные сбиваются, не подлетая, вы знаете, каждый день практически сбиваются, там, не подлетая даже к Херсону, уже сбиваются. То есть сегодня и противовоздушная сила Украины, и вооруженные силы Украины, ну, в Приднестровье мы только могу посочувствовать и посоветовать, как можно быстрее договориться с Республикой Молдова. Тихо, мирно, по-соседски, по-дружески договориться с Республикой Молдовы. И все. Ну, меняя тему Приднестровья, все-таки как бы это не цель нашей встречи была и приезда сюда. Ну, так как это было актуальное событие, не мог не поинтересоваться для наших стран обоих, комментарием. Да. Что касается ситуации в Украине, и в том числе положения Одесской области и гагаузов, проживающих здесь, так как вы сейчас вот с недавнего времени возглавляете ассоциацию гагаузских обществ, и, в общем-то, интересно все-таки жителям автономии понимать, как живут гагаузы в этих условиях здесь, и в том числе те контакты, которые происходят или не происходят с Гагаузией и гагаузами, которые проживают в Республике Молдова, потому что не очень хочется сейчас останавливаться на политической ситуации в самой Гагаузии, потому что, ну, нашим зрителям мы ежедневно об этом говорим, да и вы понимаете, какая ситуация, когда руководство исполкома санкционировано странами Европейского Союза за связи с российскими силами, в том числе распространением дезинформации в пользу Российской Федерации, то говорить о политической ситуации в Гагаузии как бы сейчас с вами не совсем с руки. Но если мы говорим о взаимоотношениях гагаузов,
они изменились как-то с началом войны в Украине и российской агрессии, потому что в Гагаузии традиционно сохраняются пророссийские настроения. В Украине ситуация кардинально менялась за эти 2 года, потому что, может быть, даже За у эти вас 10 лет, была да. даже примерно такая же ситуация там 2 года назад, но сейчас она при нынешних условиях имеет совершенно другие настроения у населения. Как повлияло это на взаимоотношения гагаузов Украины и Молдовы? Я бы сказал, у нас похожая ситуация была лет 10 назад. Вот такой же пророссийский настрой, очень похожий. Мы все-таки один народ. Да, между нами есть государственная граница, но ментально, ну, я уже не говорю то, что мы один народ, мы полностью с одинаковой культурой, с одинаковой кухней, практически с одинаковым языком. Диалекты у нас меняются, так же, как и в Гагаузии, там Чедарлунский, Вулканежский там, или Камрадский. Диалекты могут отличаться диалектами. То же самое диалект вот Курчу, где мы находимся, и диалект Дмитровки, он разный, кстати. Курчинцы говорят на вулканежском диалекте, димитровцы говорят на чадрлунском диалекте. А еще есть Китроян, село Старое Трояно. Там вообще уникальный диалект, очень похож на турецкий язык, кстати. Это самое южное село, оно в Килийском районе, практически находится совсем рядом с Килией, ну, между Килией и кто был там, кто знает. Есть Китроян, говорят, там Старый Троян, там 2 села гагаузских, Еникей и есть Китроян. То есть 10 лет мы были очень похожи ментально, то есть по менталитету, по политическим. Но после российской агрессии Донбасса в 2014 году часть гагаузов насторожилась, что, оказывается, Россия это не все так хорошо. Оказывается, у России есть агрессивная политика, агрессивная, то есть ситуация, и не все так хорошо. А точку кардинальной смене, то есть часть позиций, части гагаузов поменялась еще в 2014 году, лет 10. А 2 года назад кардинально поменялось мнение гагаузов Украины. Очень кардинально поменялось, потому что начали над нашими селами летать шахеды, ракеты. Начали наши ребята участвовать, в том числе и очень много гагаузов, в том числе, кстати, с Курчу, насколько я знаю, только в Курчу там от 30 до 40 человек сегодня участвуют в боевых действиях. Там, или на позициях, или же в тыловых частях. И так в каждом селе от 30 до 50 человек сегодня в каждом из гагаузских сел Украины военнослужащих вооруженных сил Украины есть. К сожалению, есть и погибшие. То есть сегодня мы понимаем, гагаузы Украины, я часто говорил, в отличие от гагаузов, многие обижаются в Гагаузии меня за это выражение, но гагаузы Украины стали полноценными гражданами своей страны Украины. Гагаузы Молдовы почему-то зачастую выбирают какую-то другую страну, поддерживают другую страну, не поддерживая политику своего государства, в котором они живут и гражданами, которым они являются. Вот последние 2 года вот такая серьезная грань пошла. Будущее гагаузов Украины однозначно в Украине. Они не видят другого государства. Я вам скажу то, что сегодня многие гагаузы участвуют, в том числе в вооруженных силах. Они отдают долг своей стране, потому что страна, вот сегодня мы участвуем, мы сейчас находимся в Гагаузском культурном центре, который финансируется государством Украины. Это государственное учреждение. Это коммунальная установа по-украински, коммунальное предприятие Одесской областной рады. То есть, в Молдове прототипом является публичное учреждение, финансируемое государством или органами власти. Вот оно финансируется Министерством культуры и оно финансируется областным бюджетом. Отдельной строкой, кстати, идет коммунальные учреждения, они идут отдельной строкой в областном бюджете государства. И бюджет неплохой, насколько я знаю, бюджет около 1 миллиона гривен. Да, это, понимаете, что государство Украины финансирует, практически заставляет гагаузов Украины, чтобы они ценили, содержали и развивали свою культуру. Этот центр издает книги гагаузские, он
делает грифы научные, научной деятельностью занимается, передает Министерство образования, и этот центр, многие учебники гагаузского языка и гагаузской культуры, истории были здесь как бы зачаты. Изданы, да, и Да, да. автором является Ольга Семеновна Кулаксыз в том да. числе, да, директор этого центра. Юрий Дмитриевич, вот политическая ситуация в Гагаузии, я буду возвращаться к ней в контексте разговора, не то, чтобы получить ваш комментарий. Приход к власти Башкана Гагаузии, который поддерживался партией Шор, Илоном Шором, которая признана неконституционной. Сегодня Илон Шор находится в Москве. Влияние на региональных политиков так и никуда не делось. То есть сегодня абсолютно очевидно, что Илон Шор оказывает большое влияние на главу Гагаузии, возможно, что на определенную группу депутатов в Народном собрании. И вся ситуация в преддверии президентских выборов, которые будут осенью этого года в Республике Молдова, в том числе и анонсированный президентом страны референдум по вопросам европейской интеграции. И в Гагаузии возникает и есть много высказываний ряда политиков о том, что нам нужно не идти в Европу, строить отношения с Россией. И вот в этом контексте возникает очень много вопросов. В том числе и может ли такая позиция повлиять на взаимоотношения гагаузов Украины и Молдовы, потому что, конечно, никому не хочется провокаций и никому не хочется иметь у себя дома военные действия, потому что ни к чему хорошему это однозначно не может принести. Но у нас есть такие настроения, потому что сегодня у многих политиков в Кишиневе, общественных деятелей, в том числе из соседних районов Кагула. Вот буквально, когда мы выезжали сюда, мне звонил коллега из Кагула, журналист, и спрашивал, есть ли предпосылки в Гагаузии к тому, чтобы какие-то силы дестабилизировали ситуацию. Конечно, хотелось бы понимать, что в Гагаузии нет таких настроений, но мы понимаем, что провокаторов достаточно везде, в том числе недавний случай с поджогом машин украинских беженцев в Гагаузии. В этой связи, как это может отразиться на взаимоотношениях одного народа, который просто разделен границей государства, потому что в силу определенных исторических обстоятельств в какой-то период оказался на территории двух разных государств? Вы знаете, я хочу вам сказать, что ситуация, которая идет сегодня в Гагаузии, на мой взгляд, я на свой личный взгляд скажу, что она ненормальная. Во-первых, потому что гагаузский народ должен понять, что сегодня сила, которая сидит в Израиле, человек, который сидит в Израиле... Сейчас в Москве. Сейчас в Москве, да. Он не один проект. А Гагаузия для него всего лишь проект. Понимаете, он как бизнесмен, человек, пришедший в бизнеса, для него Гагаузия это бизнес-политический проект или политика-бизнес-проект. У него ни один его проект нормально сегодня не воплотился. Он или банкрот, начиная аэропорт Кишинева, Air Молдова, еще прочие его банки, которыми он... Все закончилось очень плачевно. Все закончилось банкротом, крахом, долгами, судами. Я не хочу, чтобы моя родная Гагаузия также закончила под влиянием этого человека. И наш народ всегда был мудрый, он должен понять. Да, это осознание сразу не приходит. Но я думаю, что уже вижу, что некоторые начали многие понимать. Я надеюсь, что как можно быстрее это осознание придет, что это не тот путь, который нужен Гагаузии. Наши аксакалы, которые создавали Гагаузию, они в 1994 году, вот я читал мемуары Степана Топала, Аллах раметицин, и он первый президент Гагаузской республики, и он писал, что у нас хватило мудрости на определенном этапе сесть с молдаванами, с нашими партнерами с Кишинева, сесть и договориться. И это было, знаете, очень просто. Вот пришло осознание, что да, дальше продолжать такую конфронтацию нельзя. Взяли, и знаете, где они все собрались и сели? Знаете, его в мемуарах он писал? В Бараганском лесу сели, в лесополосе. Это такой
термин, потому что много в истории Гагаузии ссылки на собрание в Варганском лесу. Да. То есть там забирались и договаривались, и говорят на салфетке, на листочке, расписывали вот этот будущие взаимоотношения Гагаузии с Республикой Молдовой. Вот то же самое сейчас. Вот надо собрать не инициативную группу, а собрать группу трезвые, мыслящие там депутаты Народного собрания, сесть и договариваться, что мы делаем, если Молдова вступает в Евросоюз. Молдова должна сразу поставить, Молдова должна остаться автономией в составе Гагаузия должна остаться автономией в составе Республики Молдова, Европейского сообщества, по примеру Тироля. Есть очень много примеров. Там многие автономии, там, я не знаю, там испанские 2-3 автономии. Фаландские острова, в общем. Да, Фаландские острова, да, в Финляндии, там в Швеции есть пример, где там тоже народ 3,5 тысячи человек, но имеет автономию. Язык суоми, или как он там, он приравнен к государственному языку Финляндии. То есть нужно садиться и договариваться. Вот есть политика Республики Молдова. Если Молдова вступает в Евросоюз, надо сразу прописать дальнейший статус Гагаузии. Вот сегодня уже надо этим заниматься. Потому что евроинтеграционные процессы, они идут и никуда не от этого не уйдет. Молдова находится практически уже в центре, географически в центре Европы. Но если Украину будут брать в Евросоюз, я думаю, что ее возьмут в Евросоюз, то никто островок Молдова не оставит посредине. Их возьмут пакетом. Украина однозначно, думаю, что будет вступать в Евросоюз вместе с Молдовой. И, соответственно, это первое. Второе, если Молдова вступает в Евросоюз вместе с Украиной, будет уникальный шанс, когда все гагаузы, проживающие в Европейском Союзе, уже проживающие, то есть в Украине, Молдове, Болгарии и в Греции, будут в рамках общего европейского пространства. Понимаете, какой уникальный исторический шанс. То есть европейская интеграция для гагаузского народа, часть его будущего развития, дает уникальный шанс объединиться. Потому что вот рядом Украина, между нами убирается граница. Мы спокойно, то есть мы можем при вступлении тоже в Евросоюз, Молдова может, Гагаузия может, оставшись в статусе автономии, я думаю, что остаться, и над этим нужно сейчас думать. И это постоянно нужно обсуждать, а не как мы упремся и будем мешать Молдове вступать в Евросоюз. Ну не сможет Гагаузия помешать Молдове вступить в Евросоюз, поверьте моему слову, вот не сможет. Юрий Дмитриевич, вот меняя немного тему, да, понятно, что в Украине идет война и военное положение, это меняет весь смысл и расклад в этом обычной жизни в принципе. Поэтому хотелось бы поговорить немного вообще о положении гагауза, в том числе как бы о тех возможностях, потому что война идет, но есть люди, которые все-таки продолжают жить, и в том числе обеспечивая нужды военных Украины, которые находятся на передовых позициях. Как изменилась жизнь гагаузов Украины за эти 2 года? Потому что вот вы отмечаете, и неоднократно, не только в этой встрече, что есть поддержка со стороны государства Украины для того, чтобы поддерживать гагаузский язык, гагаузскую культуру. В том числе вот сегодня вы чуть выше говорили о том, что культурный центр, где мы находимся, финансируется из государственного и областного бюджета в Украине. Но что изменилось для гагаузов Украины? Изменилось очень сильно наш образ жизни, потому что мы живем в военном государстве в состоянии войны. Я уже говорил, что над гагаузскими селами слышен звук пролетающих там дронов. Кстати, его слышат и постоянно, когда свою там полгода назад еще атаковали Рени, прекрасно слышали и видели взрывы жителей Тули и Чешмекёя. То есть находясь практически в визуальной видимости через озеро Кагул. Плюс наши жители участвуют в вооруженных силах, я сказал уже.
Я никому бы не пожелал бы, жителей Гагаузии, жить в это время. Потому что очень тяжелое время, психологически тяжелое время. Я вот, живя и в Одессе, в том числе, город, где практически, который через день атакуется то ракетами, то шахедами, ну, к сожалению, привыкаешь и к этому тоже, к сожалению. Но поверьте мне, что у этих жителей гагаузских сел Украины совсем другое же видение и будущего, и желания. Россия потихонечку для них становится врагом. Особенно, когда их дети там, или раненые, там, или пострадали, или потеряли из-за этой войны работу, или потеряли там здоровье, понимаете? Это совсем другой уклад. И экономика тоже нарушилась. Экономика и быт в гагаузских селах полностью нарушилась. Хотя, как бы, я вам скажу, первый год войны, пока не работали одесские порты, этот край очень неплохо жил и неплохо зарабатывал деньги. Но сейчас одесские порты открылись, и все, как бы, экономика опять забуксовала, потому что первый год дунайские порты работали и приносили очень большую прибыль, в том числе вот, нашим селам Гагаузским Бессарабии, потому что экономика, по крайней мере, портовая инфраструктура была вот тут рядом. В 40 километрах находится Измаил, там, в 40 километрах находится вот котловины, там вообще 20 километров порт Рени находится. То есть и экономически, и политически, и морально чуть-чуть быт нарушен. Потому что никому не хочется жить во военное время. Война – это очень плохо. Война – это смерть, война – это разрушение. И вот как раз Российская Федерация принесла в нашу страну, в Украину, разрушение, смерть, как бы психологическое расстройство. Понимаете? Поэтому нам не очень легко, как и всему нашему государству. Это как-то повлияло на все, что связано с культурой, не буду говорить, потому что мы понимаем, что 2 года войны здесь как бы о культуре, ну, приходится в последнее время говорить. Но говорить, допустим, о языке, потому что, ну, есть школа, обучение, военное положение тоже накладывает свои отпечатки даже на учебный процесс в том числе. Потому что вот пока мы готовились с вами к интервью, из вашей беседы с Ольгой Семеновной услышал, что в Одесском университете будет открыто отделение, в Измаильском отделении по изучению гагаузского языка. То есть это, ну, достаточно серьезные шаги, учитывая военное положение в Украине. Потому что когда власти Гагаузии, например, выходят с инициативой сокращать вещание на общественном телевидении с 70% гагаузского языка, как сейчас предусмотрено, до 50%, в Украине во время войны мы видим, что открывается отделение по изучению гагаузского языка в университете. Поэтому, естественно, что у меня возникает такой вопрос. Как удается это делать гагаузским общинам или ассоциации гагаузских общин в Украине? И какова роль украинского государства в этих процессах? Потому что мы понимаем, что университет тоже является государственной структурой. Это показывает, что украинское государство всегда поддерживало гагаузов Украины. Я вам скажу, даже у нас есть такие села, которые потихонечку, там в Тадурутинском районе есть села, 3 села, где гагаузы там около 50%. Серпневое там 45% гагаузы. Подгорное там 35%. Красное, где 50%, это Тарутинский. Там государство заставляет учить гагаузский язык. Понимаете? Заставляет учить гагаузский язык. Украинское государство поддерживает, оно видит гагаузов Украины партнерами украинского государства. Она говорит: я готова вас финансировать, я готова вам издавать книги. Вот дайте материал, гагаузский центр, мы вам напечатаем. Там 10 класс, 11 класс. То же самое в Измаильском, вот в Измаильском университете без проблем. Да, хотим, давайте делать. И мы сегодня работаем с ними плотно. Сегодня готовится гагаузский класс в Измаильском университете. И дай бог, ну, закончится война, дай бог, чтобы закончилась. Но мы, или если не в этом году, постараемся даже в этом учебном году этот процесс запустить в сентябре. Но я думаю, что максимум в следующем году, если там, ну, пройдет аттестацию, там университеты знают, там нужно аттестировать программу и тому подобное. Но как минимум факультатив с сентября месяца уже в Измаильском университете будет.
как факультатив преподаваться. А со следующего года, может быть, и получится как и программа. То есть мы видим, и Украина видит нас как партнеров в этом деле, поэтому для нас это не проблема, нет никаких проблем. Мы не видим проблем. Завершая наше интервью, я бы хотел задать вам такой вопрос, потому что вряд ли найдется нормального, адекватного человека, который бы не сказал о том, что, пожелал бы и желал бы того, чтобы в Украине закончилась война как можно скорее. Не знаю, есть ли люди, которые считают иначе. Но если говорить о коротком будущем гагаузов Украины и Молдовы, потому что в Украине война, Молдова находится на границе, то есть в любом случае эта война имеет непосредственное влияние и на Республику Молдова, и очень большая часть, я имею в виду сейчас не жителей Грузии, скажем так, жителей Молдовы считают, что все-таки Украина является той стороной, которая, по сути, сегодня сдерживает военную агрессию России в отношении Молдовы, и в том числе является тем буфером, который делает все для того, чтобы война не коснулась Республики Молдова. И в этой связи у меня такой вопрос. Каким вы видите будущее Украины, гагаузов Украины и гагаузов Молдовы? Потому что Украина и Молдова сейчас находятся рядом по пути европейской интеграции. Будем верить и надеяться, что и война в Украине тоже завершится, и начнутся какие-то мирные процессы. Но в любом случае понятно, что внешний вектор и Молдовы, и Украины сегодня не имеет предпосылок для того, чтобы получил кардинальное изменение. То есть мы понимаем из всего этого контекста и той ситуации, которая сложилась в украинском обществе и в молдавском обществе. Поэтому какое бы вы видите будущее одного народа, который живет на территории двух разных государств, хоть и соседей? У нас одно будущее, мирное. Единственное, что нас будет немного разделять, это мы будем гражданами, вы будете гражданами Молдовы, мы будем гражданами Украины. Однозначно были последние 30 лет и будем так долгое время. Гагаузы Украины, гагаузы Молдовы всегда были дружны, будут. И даже сегодня, несмотря на военные действия, продолжают приезжать на Болградский базар, соседние гагаузские села. Мы один народ. Не можем быть мы разобщены. Мы живем на одной географической территории, и она тоже не может быть разделена, понимаете, каким-то другим государством. Украина состоялась как государство. Украину нельзя, понимаете, Украину можно было победить первые дни войны, первые недели войны. Этого не произошло. И я считаю, что большая ошибка, две ошибки у руководства России. Первое, то, что они начали войну. Второе, то, что они сразу не опомнились, когда не поняли, что украинский народ будет сопротивляться. И украинский народ будет защищать свое государство. Украина показала пример, как нужно бороться за свою независимость. И мы сегодня горды, что мы граждане Украины. Не только потому, что гагаузы Украины, потому что оно нас всегда поддерживало на протяжении всей независимости Украины, но и то, что наше государство сегодня борется за свою независимость, а не сдается. Понимаете, мы видим пример, что принесла Россия, наше государство. По-разному, даже я вам скажу, приведу пример. Там говорили, что Украина 8 лет бомбила Донбасс, часто шутят. Но сегодня сравните Донецк, который типа Украина бомбила, целенький, стоит красивый, построенная Украина, стадионы, дома, улицы, это все Украина построила. Он стоит целый, хотя фронт находился на окраине Донецка. И сравните города, куда зашла Россия. Мариуполь стер с лица земли. Северодонецк стер с лица земли. Бахмут стер. Везде, где проходит Россия, все города стерты с лица земли. Все украинские города Донбасса стерты с лица земли. Вот почувствуйте разницу. И поэтому гагаузы Украины чувствуют разницу. Что такое Украина и что такое Россия. Молдавские гагаузы, к сожалению, пока не чувствуют.
И благодаря, они не понимают, что благодаря Украине сегодня у них не летают снаряды и не рушатся их дома, не отнимается у них бизнес. Я благодарю вас за это интервью. Ну и, конечно, желаю Украине скорейшего мира. Ну и слава Украине. Поэтому Героям слава, Яша Сын Гагауздар. Напомню, что это была программа «Фокус». Сегодня мы говорили с Юрием Демчогу, главой Ассоциации гагаузских общин Украины, и работали сегодня на выезде в Керчу в Гагаузском культурном центре. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, чтобы быть в курсе происходящих событий.